Аван эдусем. Эбе албарух ятла. Эбе шубашгардан. Эбе чавашла лаих пледит. Эбе чавашшиги вриндиген. Мана чавашшиги килежет. Я надеюсь, вы что-то поняли из того, что я сказал. Если вы это не поняли, давайте попробуем разобрать каждую фразу. Эбе, сначала приветствие, конечно. Аваны тусем. То есть это было приветствие через вопрос. Аван, хорошо, отлично. Аван и, вопросительная частичка и, хорошо, отлично. Следующее тусем. Друзья, тус, друг, сем, показатель множественного числа. Тусем. Можно, конечно, и по-другому поприветствовать. Самое распространенное, наверное, это приветствие салам. Салам, привет. Если вы хотите поприветствовать более формально, лучше сказать или сывох сунадов, желаю здоровья, здравствуйте, или ыра кун тулдар, ыра добрый, кун день, тулдар да будет добрый день. Если речь идет о дневном времени, если время вечернее, а точнее, если солнце зашло, мы говорим «ыракаш пулдар». «Ыракаш пулдар». Следующая фраза «я представился». «Эбе албарух ятла». «Эбе» – «я». «Албарух» – мое чувашское имя. «Ятла» – с именем, именуемый. «Ят» – имя. «Л» – это аффикс, который показывает признак того основного слова, о котором идет речь. То есть в данном случае мы можем сказать с именем, с наличием чего-либо. Ятла. В общем-то, я хочу сделать важную тут еще, может быть, оговорку. Л – это аффикс, он имеет еще вторую форму л. Вообще аффиксы в чувашском языке имеют огромное значение, и я считаю, что их чуть ли не с первого дня надо уже изучать. Почему? Потому что благодаря небольшому количеству, может быть, слов мы можем с помощью этих аффиксов образовывать очень много новых слов. Итак, например, яд – имя, ятла – с именем. Интерес. Интерес, интересный или с интересом, то, что с интересом воспринимать. Интерес фильм, интересный фильм. Фильм, у которому есть интерес. Можно, например, сказать туда – это вкус, тудалла – вкусный. Или чаще всего говорят сейчас тутла. Вы, наверное, обратили внимание, что есть две формы – далла и ле, когда какую ставить. Дело в том, что в чувашском языке, как и во многих тюркских, как практически во всех тюркских языках, существует правило гармонии гласных или сингармонизм. Правило очень простое. То есть звуки переднего ряда дружат со звуками только переднего ряда. Звуки заднего ряда дружат со звуками заднего ряда. Сейчас поясню, что это такое. Например, если у нас в слове, наверное, сначала сказать, какие звуки переднего ряда, какие звуки заднего ряда. Давайте я вам попробую написать. Это звуки, начнем с заднего ряда. А, У, И. И звуки переднего ряда. Напишу красным цветом. И, Ü, То есть как бы две группы. Особенность звуков заключается еще в том, что эти звуки, то есть заднего ряда, делают согласные рядом стоящие согласные твердыми, оставляют их, а вот мягкие, точнее переднего ряда, они делают их мягкими. Поэтому иногда мы можем их называть твердыми и мягкими. Твердыми гласными, мягкими гласными. И вот правило заключается в том, что если в основе интерес, вы видите все звуки одного порядка, то, соответственно, мы добавляем «л». Если слово «яд», там мы встречаем «я»,
то у нас это передний вариант, тогда добавляем аффикс «ло». Вот так и работает сингармонизм. Идемте дальше. Следующее, что я сказал «эбе шубашкар дан». «Эбе» – я, шубашкар – Чебоксары, шубашкар дан из Чебоксар. По-чувашски говорят «я Чебоксары из», да? Мы можем также сказать «эбе мускар рам», «эбе хузан дан», «эбе чембер день» из Ульяновска, «чембер день», «эбе чулхула рам», я из Нижнего Новгорода, «чулхула рам», «эбе Самара рам», «эбе Санкт-Петербург рам», «эбе Шемерле рейн». Шемерле – это город Шумерля, город Чувашской республики. Опять вы, наверное, обратили внимание, что мы можем говорить по-разному. Рам, рейн, там, тень. Итак, давайте разбираться. Рам, рейн – это у нас, опять же, гармония гласных. Если основа твердая или из звуков заднего ряда, например, Самара, рам. Если основа мягкая или из звуков переднего ряда, шемерле, шумерля, шемерле, рейн. Откуда же появляется там и тень? Там тень используется в тех случаях, если основа заканчивается, именно заканчивается на 3 буквы или 3 звука. Л, М, Р. Правило Ленор. Например, хузан, дан, шубашкар, дан, из Чебоксар, хузандан из Казани, киль, дом, киль, день. Гармония гласных та же самая, киль, день. Надеюсь, более-менее понятно. Идемте дальше. Следующее, что я сказал, эбе чвашла лаях пледит. Эбе я, чваш, чуваш, чвашла на чувашский манер, так как это делают чуваши. Чвашла, то есть по-чувашски, лаях, хорошо, пледит. Пледит, знаем. Давайте поподробнее разберем вот именно вот эти конструкции. Опять новый аффикс. Если до этого у нас был аффикс ла, ле, то теперь мы говорим о аффиксе ла, ле. Это два разных аффикса. В первом случае речь шла о аффиксе, который чаще всего переводится именем прилагательным. Интерес ле, абстракт ло. То во втором случае на манер, так как это делают, как это принято, может быть, даже. Ну, например, ла, да, чевашла, или мы можем сказать шамрак, молодой, шамрак ла. Так как это делает молодежь, так как это делают молодые, по-молодежному. Ла. То же самое правило гармонии гласных, то есть два варианта, как и здесь. Вот на это стоит обратить внимание. Еще аффикс ла, ле используется, когда речь идет об играх. Я играю в какую-нибудь игру. Например, это футбол-ла вылядап. Я играю в футбол. Футбол-ла вел, да? Футбол-ла вылядап. Это не мешле предеп. Я говорю по-немецки. И так далее. Теперь давайте разберем глагол, да? В данном случае мы говорим «пэль-эдеп». Ну, во-первых, о самой конструкции. «Эбе чувашла пэль-эдеп» переводится «я знаю» на чувашский манер. «Эбе чувашла пэль-эдеп». Конечно, мы можем сказать «я говорю», то есть по аналогу в русском языке. Но вот это «эбе чувашла пэль-эдеп» более естественное, более натуральное, более удобное для выражения идеи на чувашском языке. «Эбе чувашла пэль-эдеп». Мы говорим «я знаю» на чувашский манер. Обратите внимание, слово «пэль» – это основа глагола. Основа глагола практически совпадает с повелительным наклонением второго лица. «Пэль» – «знай», «кай» – «уходи». Это все основы, которые встречаются в словарях. Именно в словаре дается основа. Не неопределенная форма глагола, а основа.
По-русски в словарях мы используем неопределенную формулу глагола. Поэтому пель читаем знать, кай уходить. Но дословно это пель знай, кай уходи. Итак, это пель эдеп. Добавляем эдеп, я знаю, кай адоп, я ухожу. Эдеп адоп. Опять правило гармонии гласных. Ну, давайте возьмем еще несколько глаголов и попробуем сказать «я что-то делаю». Эбе кала – говорить. Сказать кала доп – сказываю, говорю. Эбе шивар – спать. Спи, дословно спи. Я сплю. Щи – ешь, дословно. Эбе щи едет. Я ем, я кушаю. В принципе, я думаю, это несложно. Будем разбираться. Идемте дальше. Следующее, что я сказал «Эбе чеваш черги верендеген». Эбе, я, чеваш черги, чувашский язык, чеваш черги, верендеген. Верент, преподавать, верендеген, преподаватель, обучающий, скажем так. Вот это верендеген чаще всего используется в значении учитель. Но это причастие. Это у нас в чувашском языке. Поэтому, ну, если вы, наверное, знаете, латинский язык учили, наверное, студиаре это учить, студенте, изучающий, учащийся. Отсюда слово студент пришло во многие языки мира. Итак, верендеген, обучающий, преподаватель. Чуваш черги верендеген, тот, который обучает чувашскому языку. Малала, вперед, малала. Я сказал мана чуваш черги килежет. Ну, в принципе, можно сказать чуваш черги, мана килежет. Чуваш черги, чувашский язык. Мана мне, килежет нравится. Килеш нравится. Килежет он, она нравится. Чуваш черги, мана килежет. По-моему, здесь все самое главное мы сказали. Поэтому у меня несколько вопросов. Попробуйте ответить на эти вопросы. Аваны. Эзе. Мен. Ятла. Как тебя зовут? Отвечай. Мотор. Молодец. Эбе. Ятла. Эзе. Оштан. Ты откуда? Эбе. Эзе. Чвашла. Пеледени. Ты говоришь по-чувашски, ты знаешь по-чувашски. Эзе. Чвашла. Пеледени. Эбе. Чвашла. Вы можете сказать коштах, коштах, немножко, поледет. Эбе чвашла коштах поледет. Эзе мен твадам. Что ты делаешь? Эзе мен твадам. Эбе чваш чельги верендеген. А вы можете сказать эбе шофер, ученый. На самом деле многие слова, которые обозначают профессии, они взяты с русского языка. Пробуйте пока так отвечать. Ну и, наконец, последний вопрос. Сана, мана мне, сана тебе. Чваш черги килежет и килежеди. Тебе нравится чувашский язык? Ну что, получилось? Пайнлага щадить. На сегодня достаточно. Сыва булар туссен. До свидания, друзья. Сыва булар туссен.